Уважаемый Владимир Владимирович, во исполнение ваших указов и поручений правительства России республики реализован комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мы вошли в режим жестких ограничений, максимальной самоизоляции для всех жителей республики, приостановление деятельности предприятий и учреждений. И, конечно же, особое внимание было уделено подготовке системы здравоохранения, приема пациентов. В первую очередь вопросы обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами. В соответствии с вашим поручением 6048 медработников получили дополнительные выплаты стимулирующего характера. Всего это 179 миллионов рублей за апрель месяц. Я хотел бы искренне поблагодарить, передать слова наших медиков благодарности за это решение. Своевременно подготовлен коечный фонд. Всего развернуто 2577 коек, это 26 лечебных учреждений. На сегодня занято 31% коек. Медицинские учреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В дополнение к существующему коечному фонду 14 мая мы ввели в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в городе Набережные Челны на 88 коек с возможностью расширения до 164 коек. Современный комплекс. 15 августа начнет работу новая современная инфекционная больница с лабораторным корпусом в Казани на 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на строительстве важнейших объектов страны в обсерваторах размещаются работники нефтегазовой отрасли. Вот «Газпром» обращается, вот сейчас находится, мы их поддерживаем. Ежедневно мы наращиваем темпы тестирования жителей республики. В день проводится около 4000 исследований. Нам удалось оперативно развернуть мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. В Татарстане расположены 2 из 4 крупнейших российских производителей сырья для одноразовых масок и костюмов. Это предприятия «Полиматис» и «Эластик», которые с начала пандемии увеличили вывоз медицинского сырья почти в 2 раза. Вот как раз в мае 1350 тонн. Производства одноразовых масок в нашей республике не было. 10 апреля текущего года, благодаря компании «Татнефть», в республике прибыли первые линии по выпуску масок. Уже через сутки одна из них уже приступила к работе. Сейчас линию закупила также компания «КамАЗ». Сегодня суммарная мощность производства может обеспечить более 15 миллионов масок в месяц. Порядка 80 швейных предприятий, а также наши крупные компании, как «Татнефть», «КамАЗ», развернули пошив средств защиты, и это и маски, и костюмы. Режим особых санитарных требований заставил нас в новых условиях организовать работу предприятий и органов власти с учетом рекомендаций Федерального оперативного штаба и Роспотребнадзора. Главные задачи, которые вы, уважаемый Владимир, определили, это безопасность населения, сохранение занятости, стабилизация экономики. С учетом этих приоритетов в республике принимается решение о поэтапном снятии ограничительных мер. С начала апреля, после недельного перерыва, мы постепенно запустили предприятия. С начала мая возобновили работу все предприятия при строгом соблюдении санитарных требований. Это позволило нам избежать значительного падения по объемным показателям. Индекс промышленного производства за апрель текущего года к апрелю 2019 составил 94%. По потреблению электроэнергии цифра примерно тоже такая, снижение на 7%. Но, к сожалению, в связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии и снижение спроса на эту продукцию, у нас более 50% и нефтехимия, и продукция нефтепереработки, она имеет экспортное направление, сильно упали финансовые результаты данных предприятий, что отразилось на доходной части бюджета. Вот по оперативным данным Федерального казначейства за 4 месяца мы из всего падения
нашей страны, Российской Федерации, составляем 11%. На 1 мая по налоговым платежам имеем отставание от прошлого года на 25 миллиардов, из которых порядка 20 миллиардов – это налог на прибыль. Из этих 20 миллиардов 80% как раз приходится на нефтяную промышленность, нефтепереработку, нефтехимию. И, конечно, Владимир Владимирович, на текущий момент мы нуждаемся в федеральной поддержке. Мы благодарны вам, уважаемый Владимир Владимирович, за проведенные совещания и принятые решения по поддержке автомобилестроения, авиастроения, оборонно-промышленного, топливно-энергетического, строительного и транспортных комплексов. Это базовые отрасли страны. Я могу просто привести пример. Вот КАМАЗ в апреле сделал 3113 автомобилей. В мае он по количеству рабочих дней меньше, не имели 2800 автомобилей. Я разговаривал с директором вертолетного завода, все работает в текущем. Авиационный завод работает в текущем режиме, и руководители благодарны за те решения, принятые на вашем уровне. Но есть вопросы касательно нашей нефтепереработки, нефтехимия работает, но продвижение нашей продукции на экспорт, она затруднена, потому что наш рынок открыт, а наши западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины и вводят ограничительные меры. Мы обратимся в правительство Российской Федерации, чтобы какие-то меры поддержки нам тоже были. Вот вы только что провели мероприятие по агропромышленному комплексу. Докладываю, что агропромышленный комплекс работает в текущем режиме. Посевную кампанию мы практически завершили. Состояние озимых очень хорошее. Значит, все вопросы, связанные с обеспечением топлива, мы привели компанию «Татнефть», по льготной цене обеспечены. Федеральные и республиканские субсидии, значит, на поддержку села выделено. Сельское хозяйство работает в штатном режиме. По строительной и дорожной отрасли они были у нас приравнены к предприятиям непрерывного цикла и не прекращали свою работу. В этом году мы планируем ввести 3 миллиона квадратных метров жилья. На начало мая мы имеем уже более 30% годового плана. В вопросах жилищного строительства есть два таких сдерживающих фактора. Первый фактор – это ипотечные ставки. Благодаря принятому вами решению о льготной ипотеке под 6,5% уже поступило более 1300 заявок на 3,6 миллиарда рублей. И, конечно же, мы очень благодарны за сельскую ипотеку. Поступило 4000 заявок на 10 миллиардов рублей. И второй фактор. Заблаговременное обеспечение комплексной застройки территории инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Уважаемый Владимир Владимирович, я просил бы увеличить финансирование федеральной программы «Стимул» из расчета 8 тысяч рублей на 1 квадратный метр вводимого жилья. В этом нуждаются все регионы нашей страны. Это я уже говорю как не только руководитель республики, а как руководитель рабочей группы Государственного совета по направлению строительства жилья, жилищно-коммунального хозяйства, городская среда. Несомненным приоритетом нашей работы является выполнение национальных проектов. Мы приложим максимум усилий по исполнению всех мероприятий. В 2020 году на реализацию национальных проектов запланировано 26,4 миллиарда рублей, из которых на начало мая уже освоено более 20%. В рамках национальных проектов также реализуется 50 наших республиканских программ. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите поблагодарить вас от республиканского малого и среднего бизнеса, принятые на федеральном уровне меры по сдержке. В республике для более 40 тысяч организаций продлены сроки уплаты налогов, из них более 33 тысяч предприятий получат субсидии на неотложные нужды в общей сумме более 3,4 миллиарда рублей. Банками реструктуризировано более 1900 кредитов на сумму 23 миллиарда рублей. Одобрены беспроцентные кредиты на заработную плату для 684 организаций на сумму 1,5 миллиарда рублей. Ну и, конечно же, мы с учетом обращений представителей бизнеса, малого бизнеса, реализуем комплекс республиканских мер объемом
порядка 1,3 миллиарда рублей. Это льготные кредиты под 1%, субсидируемые процентные ставки по кредитам на величину ключевой ставки, обнуление комиссионного вознаграждения по поручительствам гарантийного фонда республики на первые полгода, субсидирование затрат малого бизнеса в сфере общепита по оплате услуг доставки еды. Это пока на время, когда были вот эти ограничения по общепиту. Кроме того, предусмотрена отсрочка и освобождение от платежей по аренде республиканского и муниципального имущества на сумму около 380 миллионов рублей. Разработан механизм поддержки резидентов наших крупнейших промпак Кипмастер, Химград по отсрочке арендных платежей на сумму более 400 миллионов рублей и другие меры. Главное, получатели помощи – это предприятия, сохранявшие рабочие места. Для развития кооперационных связей и стимулирования внутреннего спроса успешно действует республиканский маркетинговый центр. Это электронно-торговая площадка обеспечивает заказами республиканских товаропроизводителей, которые в нынешних условиях приостановили бы свою работу. Это более 3000 предприятий и поставщиков. Более того, эта площадка позволяет нам выявлять инвестиционные ниши того, что не производится в республике, но востребовано на рынке. На данном этапе для оживления экономики и стимулирования внутреннего спроса предлагаю расширить меры поддержки на все предприятия реального сектора, по которым наблюдается снижение дохода более чем на 30%. Просим рассмотреть возможность на льготные программы для этих предприятий по выплате заработной платы под 0 и по 2% с последующим специальным долгом. Также просим, обращаемся, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность увеличения лимита поручительства по линии РФ для обеспечения участия вот в этих программах и региональных банков. Лимит, который был, он как бы на федеральные банки как бы ушел, и поэтому региональные банки пока не имеют возможности работать. Включение и программа и включение крупных, средних предприятий, у которых дополнительные виды экономической деятельности относятся к пострадавшим отраслям. Также просим поручить банкам определить четкие регламентные сроки. Вот, есть перечень системы обращенных предприятий, но пока не по всем этим предприятиям банки предоставляют оборотные ресурсы. Уважаемый Владимир Владимирович, ну и, конечно же, с учетом того, что наша республика достаточно высоким жизненным уровнем, просил бы приравнять нашу республику к Московской области и Санкт-Петербургу по размеру ипотечных кредитов для предоставления кредитных каникул от 2 до 3 миллионов. Есть еще один вопрос. Ресурсоснабжающие организации являются стратегическими предприятиями каждого региона. По решению правительства Российской Федерации от 2 апреля номер 424 до 2021 года штрафные санкции за несвоевременную оплату услуг ЖКХ не начисляются. Это позволяет даже платежеспособным организациям и гражданам не платить за услуги ЖКХ. Это очень опасно, мы можем получить большую проблему. Я бы просил передать полномочия региональным штабам по адресному принятию решения, кому нужна поддержка, кого уже можно поддержать. Важнейшая задача власти – это поддержка населения. Ежедневно мы осуществляем мониторинг цен на основные товары и уровень запасов. Резких изменений цен и дефицита товаров нет. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за реальные меры по поддержке населения в этот непростой для всех период. 640 377 детей от 3 до 16 лет, детей нашей республики, получат выплаты по 10 тысяч рублей. 27 475 детей от 3 до 7 лет будут получать ежемесячные выплаты по 4686 рублей. Увеличение вдвое ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 года коснется 6500 семей в республике. 1006 работников социального учреждения получат федеральные доплаты от 10 до 40 тысяч рублей. Отдельно хотел бы поблагодарить за поддержку граждан, потерявших работу. 14 774 уволенных после 1 марта получат пособие размера
максимального размера 12 130 рублей. 10 637 человек получат выплаты в размере 3000 рублей на ребенка, это апрель-июнь. Организован упрощенный порядок подачи заявлений по безработице через портал «Работа в России». На сегодня численность безработных в республике составляет 51 768 человек. На 1 января это было 10 903, рост 4,7 раза. В то же время каждый второй безработный, 53%, и до этого не работал длительное время или был занят на сером рынке труда. И только каждый четвертый безработный, 26%, потеряли работу после 1 марта. В основном это работники торговли, сферы услуг, гостиниц и общепита. Хотел бы доложить, что постепенное снятие ограничений положило начало восстановления экономики, о чем свидетельствует снижение на 10% за последнюю неделю объемов неполного режима занятости. Если у нас неделю назад было 43 тысячи, а сейчас уже 38 тысяч. Бизнесмены и жители республики, уважаемый Владимир Ильич, поддержали ваше решение по оказанию помощи социально незащищенным категориям населения. Благодаря этому 55 тысяч семей с низкими доходами в течение 2 месяцев получат в 4 раза продуктовый набор, а также поддержку получат 7 тысяч иностранных студентов. Они здесь, они никуда не могут уехать, и, конечно, у них доходов нет. Всего будет роздано 227 тысяч продуктовых наборов, каждый набор 1200 рублей. Это самый необходимый продуктовый набор для каждой семьи. Уважаемый Владимир Владимирович, по всем вопросам идет каждодневная работа с правительством России. Благодарим коллег за совместную конструктивную работу. Хотел бы также, пользуясь возможностью, попросить вас поддержки по другому вопросу. Как я уже доложил вам, мы завершаем 15 августа, вводим инфекционную больницу на 232 койки. Нормативный срок строительства у него был 18 месяцев, мы его за 3,5 месяца, это не быстро возводим, а это классические инфекционные больницы. За 3,5 месяца мы ее введем. Конечно, с учетом вот той ситуации хотел бы попросить вашей поддержки. Но и второй вопрос, это очень инфраструктурно важный объект, Большое Казанское кольцо. Мы его первый этап уже завершаем. На второй этап я тоже обратился с письмом, если будет какая-то возможность, мы бы были очень благодарны. Уважаемый Владимир Владимирович, мы настроены позитивно. Коронавирус и кризис пройдут. Мы сильная страна. В текущем году запланировано торжественное мероприятие, посвященное столетию образования нашей республики вашим указом. Основное празднование состоится в День республики, 30 августа. Приглашаю вас, Владимир Владимирович, посетить наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, просто не счесть. Поэтому мы искренне вам благодарны. Республика развивается по основным показателям в числе регионов-лидеров. Стремимся последовательно отстаивать национальные интересы нашей страны в рамках зарубежного сотрудничества, в том числе в соответствии с вашими поручениями по линии группы стратегического видения России «Исламский мир». Есть хороший задел по реализации сформулированных вами приоритетных инициатив и проектов. Ну и, конечно, Владимир Ильич, хочу доложить, что в этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. Во-первых, я искренне благодарен вам, уважаемый Владимир Ильич, за вашу поддержку, за доверие, ну и я член вашей команды. Если в случае вашего одобрения, конечно, готов дальше работать, баллотироваться, но какие будут установки с вашей стороны. Поэтому большое спасибо за возможность работать под вашим руководством.